Всем привет, друзья! Полным ходом идет сезон заготовок. Собираем грибы, собираем ягоды. И вот перед вами домократный пресс-сок. Приобретен для того, чтобы получить сок методом холодного отжима, чтобы сохранить все витамины и микроэлементы, которые теряются обычно при варке компотов и прочего. Давайте поближе познакомимся с этим изделием. Домократный пресс-сок. Не стал снимать распаковку, все было упаковано капитально, в пупырчатую пленку, в коробке, все дошло в целости и сохранности. Инструкция по эксплуатации, подарочный купон на 1000 рублей пришел, гарантийный талон, фильтровальный мешок в комплекте идет. И даже вон в подарок целая книга о домашнем самогоноварении. Это дело мы умеем делать, но, как говорится, век живи, век учись. Так, давайте поближе познакомимся с этим домократным прессом. Домократный пресс-сок. Современное оборудование заводского производства для отжима сока из ягод, фруктов и овощей. Изделие предоставлено в 3 моделях: 6, 10 и 15 литров. Перед вами изделие 15 литров. Вот. Представляет собой прочную стальную раму, на которой закреплен домократный механизм. Вот он, домократный механизм. Поднимающий и опускающий круглый пуансон, прижимной диск. Вот. Ну, назначение изделия, это понятно. Предназначен для получения 100% натурального сока из ягод, фруктов и овощей методом холодного отжима. Использование метода холодного отжима способствует максимальному сохранению витаминов и микроэлементов в конечном продукте. Так, из чего состоит наш домократный пресс? Рамная конструкция с ручкой для переноса. Основание. Носик поддона. Регулируемые ножки 2 штуки. Это чтобы вот так вот регулировать, если площадь неровная. Домократная система. Ручка домкрата. Пуансон, корзина для мезги и поддон из нержавеющей стали. Так, сборка и рекомендации по первоначальному запуску перед применением. Освободить изделие от упаковки защитных пленок. Что мы сделали? Проверить комплектацию согласно пункта 2 данной инструкции. Все на месте, все хватает. Далее, промыть все детали домократного пресса слабым раствором моющего средства с помощью мягкой губки и тряпки. Все промыли, все приготовили. Даже заранее вот на носик насадил трубочку для сбора сока. Тщательно просушить пресс, проверить устойчивость домократного пресса на рабочее. Ну, все мы это сделали. Установить поддон, корзину на основании, проверить работы домократной системы. Все проверили. Пресс готов к работе. Ну что, если пресс готов к работе, давайте приступим. Приступаем к соковыжиманию. Это все пока инструкции убираем. И выжимать мы сегодня будем брусничный сок из свежесобранной брусники. Вот она, наша брусничка. Как мы видим, конец сентября, она вся уже спелая. Это не то, что некоторые собирают там в конце августа, в начале сентября. Сейчас брусничка самое то. Вкусняшка. Так, и давайте сейчас мы все это дело закинем в поддон. Сначала
устанавливаем туда. Нет, давайте так вот, наверное, прямо высыпем. Донкратный пресс на 15 литров. Ведро влезет, нет? Ведро ягод. Вот как мы видим, уже ягода уже начала выделение сока, потому что спелая. И помещаем в эту корзину. Затягиваем. Обязательно будем пробовать не только бруснику, но также и попробуем обязательно выжать как-то в будущем томатный сок, яблочный сок и все такое. Будем, так сказать, пробовать, экспериментировать. И, конечно же, мы покажем это на нашем канале. Так. Давайте, наверное, поближе вот так поставим его. Это донкратный сок сюда, чтобы наглядно было все видно. Так. Как-то вот так. Так-то. Вот так. Все. Ровненько все установили. Вот заранее приготовлена уже 3-литровая баночка для сбора сока. Ровненько все установили. И главное, чтобы без перекосов, плавно, чтобы входило. Ну что, начинаем. Сейчас мы посмотрим, как у нас все это будет получаться. Мне самому это очень интересно, конечно, но решил провести первый отжим сока вместе с вами. Так, ну что, понеслась. Ровно хоть все. Так, немножко нет, я так думаю. Вот так. Так, наверное, будет ровно. Еще нет. Вот так вот. Вот так вот, наверное, будет ровно. Все, слышу, как лопаются ягодки. Сок еще не пошел. Я скажу, вам надо переложить усилия, чтобы крутить-то ручку донкрата. Все, вижу, первые капли пошли. Пошли первые капельки. Все. Машина заработала. Пошел брусничный сок.
будущее. Поверхность стола, пленка у нас скользкая. Наверное, надо убрать. Пресс скользит. Надо, наверное, это... Я вам скажу сразу, что сила-то нужна здесь, чтобы... О, все. Пошло. Стопроцентный натуральный сок. Ну вот, пожалуй, все. Дальше не идет. Сколько можно, выжали до упора. Так, ну что, посмотрим, сколько у нас получилось сока брусничного. Вот на поддоне еще вижу немножко. Сейчас вот это вот так вот еще с поддона все соберем. Так. Ну а с этого можно еще сварить тот же морс, допустим. 1,5 литра чистого концентрированного брусничного сока мы получили. А здесь вон, давай покажи, сколько здесь. Вот было где-то столько, наполовину у нас сок выжился. Так, ну здесь я вот в инструкции читал, что объем полученного сока зависит от специфики исходного продукта. Например, доля выхода морковного сока 4,2 литра на 10 килограмм. Для томатного сока 7 литров на 10 килограмм исходного продукта. Объем сока можно увеличить за счет более мелкого дробления фруктов и овощей. Ну, брусника у нас получается, может быть, суховато, из-за этого так мало сока получили. Ну, ничего страшного. Завтра попробуем с яблок, яблочный сок попробуем. Также попробуем томатный. И все это, конечно же, мы увидим на нашем канале. Так что надолго не прощаемся. Будем выжимать все, из чего можно выжать сок. Так, ну что, а давай прямо сейчас продегустируем наш сок. Так. За ваше здоровье! Вкусный брусничный сок, но очень концентрированный. Его разбавить с водой будет красота. Ну вот, на сегодня пока все. Дальше будет больше. Увидимся. Итак, как мы с вами и договаривались, сегодня мы будем выжимать сок из яблок. Вот такие вот яблочки свежего урожая, ароматные. Купили на рынке, потому что у нас на севере яблоки не растут.
И сегодня мы будем выжимать из них свежий яблочный сок. Но предварительно, согласно инструкции, мы эти яблоки размельчим с помощью вот такого вот комбайна. И потом уже будем выжимать сок. Поехали! Итак, все готово. Яблоки мы с помощью комбайна перетерли. Вот такое получилось яблочное пюре. Сколько тут получается? Литра 4, наверное. И теперь давайте попробуем отжать с этого яблочного пюре сок. Погнали. Убираем. Ну, как-то вот так. Так. Теперь мы это дело закидываем сюда. Все на месте. Ну что, пробуем. Как мы видим, уже сок пошел. Я так думаю, сегодня мы возьмем побольше сока. Так, все ровненько. Все. Наш прижимной диск плавно отпускается ровненько, практически даже не касаясь стенок. Все получилось. Поехали. Сейчас мы посмотрим, сколько мы выжмем сока сегодня. Понеслась. О! Другое дело. Красота. Без лишних усилий. Все четко. Сок пошел ручьем. Так. Все. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ну, примерно столько же. Литр
сока вышло, это точно. И тут еще в поддоне вижу, сок продолжает утекать. Так, ну вот. Практически полностью мы выжали. Немножко еще... О, нет, еще идет. В сухую. Сейчас оттуда у нас только сухие корочки, наверное, пойдут. Все, наверное, нет. Или еще сок идет. Ну вот, наверное, хватит. Выжимаем, вернее, даем стечь всему соку, что у нас собрался в поддоне. Вот. Ну, и что у нас получилось? Ну, примерно столько же, сколько и вчера. Чистого яблочного сока. Ну вот и все. Сок мы выжали. И давайте попробуем, что у нас получилось. Так. Ваше здоровье. Красота. Зато уж точно знаю, что это сок натуральный, без всяких консервантов, всяких красителей, ароматизаторов. Натуральные яблоки, натуральный сок. Металл тут по инструкции медицинская нержавеющая сталь, так что никаких примесей. Все здорово. В следующий раз мы, наверное, попробуем перекрутить. Обязательно попробуем томатный сок. И обязательно в будущем обязательно попробую клюквенный сок. Ну, чернику, если столько соберу, попробуем черничный сок. В общем, будем экспериментировать, будем делать сок своими руками. Как-то вот так. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.